Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Манекенщицы, фотомодели, королевы красоты. Они украшают обложки модных журналов, рекламируют брендовую одежду и дорогие украшения, отдыхают на лучших курортах. Их жизнь кажется счастливой сказкой, о которой мечтают тысячи молоденьких девушек. И поэтому каждый год новые претендентки вновь и вновь штурмуют модельное агентство в надежде получить заветную корону. Наверное, первый конкурс красоты прошел в Древней Греции. Как следует из мифа, богиню раздора Ириду забыли пригласить на свадебный пир. Оскорбленная небожительница, желая отомстить, подбросила гостям золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». И между богинями Герой, Афиной и Афродитой разразился ожесточенный спор за право обладания призом. В итоге началась многолетняя кровопролитная Троянская война. И этот конкурс красоты женщины всего мира продолжают до сих пор. Первый официальный конкурс красоты в Советском Союзе состоялся в 1988 году и назывался «Московская красавица». В 1989 году девушки боролись уже за звание «Мисс СССР». Таких конкурсов прошло только два. Я прошу включить 09. Кого же короновать как телемисс 89? Александр Васильевич, я, честно сказать, я так волнуюсь. С огромным отрывом в 3000 голосов. 19-й номер Юлия Суханова. В 1991 году Советский Союз распался, но состязания на звание «самой-самой» прижились. Казань не осталась в стороне от победного дефиле длинноногих красавиц. В 1988 году здесь выбрали первую «Мисс Казань». Бизнес на красоте развивался стремительно, так же, как и новая рыночная экономика. Свежее лицо и тонкая талия стали таким же востребованным товаром, как нефть или газ. Конкурсы красоты проводились повсюду, от авиакомпаний до женских колоний. Рекламные менеджеры искали новые образы для самых разных проектов. Профессия модели и манекенщицы стала престижной. Российские красавицы шагнули на мировые подиумы. Рядом с прекрасными женщинами, естественно, возникли мужчины с деньгами и часто с криминальными замашками. В Татарстане появились свои модельные рекламные агентства. На свет их софитов, как бабочки, слетались юные создания со всей республики. 20-летняя красавица, блондинка Мария Кузина переехала в Казань из Елабуги в 1994 году. После школы она поступила на факультет иностранных языков Елабужского пединститута, проучилась до 3-го курса, а потом неожиданно бросила учебу и уехала в столицу Татарстана пробовать свои силы в модельном бизнесе. Маша Кузина была подругой моей дочери Эльмиры Тагировой. Они дружили где-то 2 года. Девушка очень красивая, высокая, стройная. Голос у нее был нежный, такой прям необыкновенно нежный голос. Мужчины в нее влюблялись, как говорила мне моя дочь. Просто она... Но в то же время она могла за себя постоять. Карьера Марии Кузиной развивалась вполне успешно. Она начала работать в крупном казанском рекламном агентстве. Красивая, обаятельная блондинка нравилась заказчикам и участвовала во многих показах, фото и видеосъемках. Марию выбирали не только за яркую внешность, но и за хороший характер. Добрая, отзывчивая, трудолюбивая, воспитанная девушка стала рекламным лицом многих местных фирм. В агентстве ее считали одной из самых перспективных моделей. Вершиной карьеры Марии стал конкурс «Мисс Реклама», где она заняла призовое место. Из показаний отчима Марии. Она работала вроде неплохо, но так как деньги у нее были. И
Домой она приезжала не так часто, потому что у нее было очень много работы. У нее был очень плотный график, она работала, училась, и у нее как бы времени было мало, и поэтому она в конце концов бросила пединститут. В 1999 году она ушла из модельного агентства. Я несколько раз предлагал Маше вернуться в Елабугу и открыть там свое дело. Ну, она отказалась, ссылаясь на то, что в Елабуге просто нет потребности в рекламе. И в Казани у нее много друзей. Мария сказала знакомым, что немного отдохнет, а потом продолжит работу в рекламном бизнесе. Летом она много времени проводила за городом, на природе. Съездила к другу Володе, который жил в Москве. Планировала восстановиться в пединституте. А еще у Марии была мечта – собственный автомобиль, на который она копила деньги. Но в сентябре 2000 года фотомодель исчезла. Маша была очень послушной такой девочкой, то есть она никогда не уходила вот так, не предупредив, что она уйдет, когда она придет, всегда сообщала. 7 сентября около 11 часов утра в квартире раздался телефонный звонок. Они поговорили, и девушка начала куда-то собираться. Оделась, взяла голубую сумочку с кошельком и косметикой. Сентябрь 2000 года был на удивление теплым. Температура днем доходила до 25 градусов, все ходили в летней одежде. Из показаний подруги Эльмиры. В августе 2000 года я уехала на отдых в Краснодар. Почти каждый день звонила в Казань родным и друзьям. С Машей в последний раз я разговаривала 7 сентября. Мы поговорили о всякой ерунде. Маша была очень довольна, потому что приезжал Володя и дал ей $800 на авто. У меня тоже было отложено $500. Мы собирались купить машину на двоих. По характеру Маша спокойная, добрая, мягкая, с очень приятным голосом. Очень общительная, но осторожная. Маша, как и я, когда ловила такси или частника, старалась садиться к пожилым водителям на простых автомобилях. В разговоре с подружкой Маша сказала, что ей уже предложили подержанный ВАЗ-2109. Продавцы готовы отдать как раз за $1300, и она собиралась ехать смотреть машину. Эльмира попросила Машу быть осторожнее с покупкой, но Кузина ответила, что уже договорилась посмотреть «девятку» вместе со своим знакомым, который хорошо разбирается в автомобилях. Поговорив с подружкой, Мария упорхнула из дома, сказала, что ненадолго. Как выяснилось, навсегда. Молодости свойственны внезапные порывы. Еще какое-то время у родных и друзей теплилась надежда, что Мария Кузина решила неожиданно уехать в путешествие или в гости в Москву к своему другу. Но выйти на след девушке не удалось. Ни в Казани, ни в Москве, ни у родителей в Елабуге красавица-модель так и не появилась. В октябре 2000 года по заявлению подруги и родителей было возбуждено разыскное дело, позже уголовное. Ориентировки с описанием Марии Кузиной разослали в отделение милиции. Стройную блондинку ростом 177 сантиметров с длинными волосами и голубыми глазами искали в моргах, больницах, клубах, у друзей и знакомых. В Казань приезжали родители Марии, но тоже ничего не узнали о судьбе дочери. Она хотела купить подержанную машину. И с дочерью они обсуждали, что нужно найти человека, который бы помог купить машину, чтобы она была на ходу, чтобы она нормальная была машина. Да, и у них был знакомый, вот Петров как раз, ну, вроде хороший, нормальный парень, всегда, скажем, откликался на их просьбы куда-то свозить, что-то помочь, всегда все было нормально. Следователи допросили семейную пару, у которой девушка собиралась купить «девятку». Мария действительно смотрела их автомобиль, сказала, что приедет еще раз со своим знакомым, который разбирается в машинах. Но больше на связь с продавцами так и не вышло. В итоге ВАЗ-2109 ушел другому покупателю. В УВД поступила информация, что группа молодых лиц занимается кражами, угонами, ну, в основном угонами автотранспорта легкового. Впоследствии группа довольно-таки долго разрабатывалась. Было проведено одно из, ну, на моей памяти, крупнейшее мероприятие по задержанию. Задерживалось там 40-50 лиц одновременно, кто были связаны с этой каким-то стороной, с этой группой. То есть задействованы были все РУВД города Казани.
Основных там выявилось 5-6 человек, вот, которые, соответственно, были задержаны. Эта группировка угонщиков орудовала в Казани довольно долго. На их счету были десятки украденных машин. Андрей Петров профессионально занимался мотоспортом, одно время даже побеждал в соревнованиях. Но потом решил найти другое применение своим талантам. Сначала он успешно воровал машины в одиночку или с подельником, получил срок, отсидел, крепко подсел на наркотики. Примечательно то, что вот этот Петров, он носил с собой ножницы и металлическую линейку. Линейка в одном конце была сделана под крючок, для того, чтобы можно было быстро вскрыть автомашину. Через стекло дверь. Да, через стекло, отодвинуть резинку, там вытащить. И ножницы были сделаны таким образом, что одна сторона была чуть короче и сделана под отмычку. То есть он просто вставлял ножницы в замок, так как у него ручка для усиления была, он проворачивал просто замок, запускал двигатель и уезжал. Рассказывал нам, что периодически, проходя мимо здания МВД Татарстана, там видел девятку. И вот у него желание было угнать эту машину. Я говорю, зачем? Ну, говорит, чисто спортивный интерес, говорит, потому что, ну, вот, драйв, что ли, не знаю, там, что вот именно перед МВД угнать машину. Роли в банде угонщиков были четко распределены. Одни могли неделями отслеживать маршруты нужного авто и места парковки. Взломщики вскрывали автомобили, причем могли открыть их простой линейкой. Водители отгоняли машины в гаражи, автослесари разбирали на запчасти, а специальные продавцы их сбывали. Молва о крутых ребятах, способных мгновенно найти любую деталь для любой модели, дошла и до правоохранительных органов. Угонщиков задержали. Началось следствие. Тут и выяснилось, что автомобильные подвиги еще не самый страшный грех Андрея Петрова. Он был знаком с Марией Кузиной. Они встретились в какой-то общей компании и изредка пересекались. Именно Петрова, как большого специалиста по автомобилям, девушка и попросила посмотреть машину перед покупкой. Впоследствии в разработке, когда работали по угонам, появилась информация, что за Петровым числится убийство. Вот. Был проведен полиграф, который подтвердил, были проведены оперативные мероприятия и обнаружен труп девушки, которая в посадках. В середине декабря 2000 года здесь, на участке лесопосадки, в 200 метрах от трассы Казань-Нижний Новгород, недалеко от деревни Большие Дербышки, была обнаружена страшная находка. Неглубоко под снегом находились останки человека. Даже видавшие виды оперативники и эксперты были шокированы увиденным. Так, вот это место, да, получается? Так, как вы положили его? В смысле, головой в эту сторону, ногами в ту сторону, да, получается? Значит, головой в сторону, он без знаков, если уж ориентироваться. Так, она на спине, на животе лежала? На спине, да? Одежду вы с нее снимали? Так, что взяли у нее? Еще раз повтори, пожалуйста. Деньги. Деньги где у нее? При себе были или? Сумки были. Сумки, да? Найти случайно это место практически невозможно. Его в своей явке с повинной указал Андрей Петров. От человека остался практически один скелет. Хорошо сохранились лишь зубы и длинные светлые волосы жертвы. Руки и ноги были, как написано в протоколе, подвергнуты воздействию клыков животного, иначе говоря, обглоданы. Расскажите, пожалуйста, как развивались события, вообще с чего началось? И давали версию о том, что выехали с Марией для того, чтобы употребить наркотические вещества. Значит, в результате передоза Мария скончалась, и они труп скинули и сами уехали, испугавшись. В общем-то, пришли к тому, что они рассказали, что было все не так. Значит, Мария нашла объявление, по-моему, или через знакомых они нашли его. Значит, она хотела приобрести автомашину. Они приехали к ней, забрали ее из дома. И для того, чтобы под предлогом показать машину на трассе, как она резкая, протестировать. Протестировать, да, то есть по городу не протестируешь, они выехали на трассу.
7 сентября Петров с приятелем Наилем Рахимзяновым заехал за Марией Кузиной. Ничего не подозревающая девушка спокойно села в белое авто Петрова. Был по-летнему теплый день. Компания решила поехать на природу. Машина остановилась в лесопосадке недалеко от города. Парни вышли покурить. Они знали, что у девушки с собой крупная сумма денег – $1300. По курсу доллара в тот день это было 36 244 рубля. Затем на заднем сиденье Андрей был сверху ее, подушка у нее была на лице. Он обеими руками держал эту подушку или одной? Обеими. Обеими? Плотно нажимал, да? Получается. Второй подозреваемый, Наиль Рахимзянов, обвинил во всем своего подельника. По его словам, приятель сказал, что у Маши есть деньги, и именно Петров задушил девушку зеленой автомобильной подушкой. Злополучные доллары сразу поделили. Женскую сумочку и подушку выкинули тут же, в лесополосе. Рахимзянов и Петров жили в одном районе Казани. Познакомились в летнем кафе возле кинотеатра. Рахимзянов повар по специальности, последние несколько лет нигде не работал. Нигде официально не трудился и судимый Андрей Петров, мастер спорта по мотокроссу и специалист по ремонту автомобилей. У них было много свободного времени. Во время следствия Петров и Рахимзянов начали менять показания. Сказали, что под нажимом оперативников оговорили себя. А Кузина умерла от передозировки, когда вколола себе слишком большую дозу купленного у них героина. А они, испугавшись ответственности, лишь вытащили тело из машины и оставили в лесополосе. Поэтому виноваты лишь в краже денег. Но эксперты нашли у погибшей признаки смерти от удушья. К тому же родные и друзья категорически отрицали, что Мария употребляла наркотики. Была назначена еще одна экспертиза. Как пояснили криминалисты, волосы и ногти являются лучшими накопителями наркотических веществ, и оттуда не выводится много месяцев. В найденных светлых прядях фотомодели следов героина или морфина обнаружено не было. У следователей практически не было сомнений, что в лесопосадке нашли останки именно Марии Кузиной. Но эти выводы было необходимо подтвердить неопровержимыми фактами. Их искали криминалисты в процессе многочисленных экспертиз. Для того, чтобы идентифицировать этот труп, был произведен ряд мероприятий, ряд следственных действий, в том числе, в первую очередь, естественно, мы, как бы это ни было бы тяжело для родителей, мы провели опознание останков трупа с участием родителей, в частности матери погибшей Марии Кузиной, и она опознала в ней свою дочь. Это было очень тяжело, достаточно непростая процедура в психологическом плане, но она с ней справилась и опознала. Далее были в Елабуге у ее лечащего зубного врача-стоматолога были изъяты зубные схемы, так называемые, то есть зубная формула. И когда мы продемонстрировали зубную формулу обнаруженных останков трупа, этот врач-стоматолог, который лечил Марию Кузину при жизни, опознал, идентифицировал эту формулу как формулу Марии Кузиной. То есть труп был идентифицирован по зубам. Специалисты установили, что найденный труп принадлежит молодой женщине. Провели геномную экспертизу по крови матери Кузиной, которая доказала родство с точностью 99,899%. Эксперты также провели фотосовмещение прижизненного снимка Марии и фото останков черепа. Результат был положительным. Все совпало. Мария Кузина была найдена, увы, мертвой. Следственные действия были закончены. Дело передали в Верховный суд Татарстана. Уголовное дело в отношении Петрова и Рахимзянова, оно имело достаточно большой резонанс именно из-за личности потерпевшей. Потерпевшая была у нас мисс красоты признана в свое время, участвовала в конкурсах и, скажем так, именно с этой точки зрения данное дело представляло определенный интерес для общественности прежде всего. Невероятная трагическая судьба Марии Кузиной потрясла многих людей. Появились статьи в газетах, сообщения в программах криминальных новостей. Увы, это не единственный случай, когда волшебная судьба королев красоты превратилась в страшную сказку.
Завистливые конкурентки подсыпают битое стекло в туфли. Ревнивые ухажеры плещут кислоту в лицо. А иногда, как в Казани, в кустах лесополосы оставляют бездыханное тело. Подсудимые по делу Марии Кузиной как могли затягивали рассмотрение дела, отказывались от своих показаний, настаивали на замене адвоката. В итоге они так и не признали себя виновными в убийстве фотомодели, подтвердив лишь кражу денег из сумочки девушки. В июне 2001 года в Верховном суде Татарстана в этом деле была поставлена точка. Суд не счел убедительными доводы обвиняемых, которые настаивали на своей невиновности, и приговорил каждого к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Позиция, естественно, подсудимых была понятна. Они не хотели быть осужденными. Они же осуждались за квалифицированные убийства, то есть при отягчающих обстоятельствах, и за разбойное нападение, потому что завладели деньгами, убив потерпевшую. Поэтому, естественно, 2 особо тяжких состава преступления, вплоть до пожизненного лишения свободы, учитывая признательные показания в ходе следствия, которые были положены в основу обвинительного приговора, наказание было назначено в пределах санкций по 18 лет лишения свободы каждому. «Не родись красивой, а родись счастливой». Эта пословица как нельзя лучше иллюстрирует эту трагическую историю. Увы, красота не всегда спасает мир. Но кто же это сможет объяснить все новым и новым претенденткам на звание прекраснейшей?